Сегодня Бог говорил с тобой, сын мой. Сегодня ты открыл свое сердце, чтобы выслушать меня, повторить мои слова, довериться мне и возложить на меня всю свою надежду. Поверьте, что я слышу ваши молитвы, не волнуйтесь, если вы потеряете слова. После твоей первой жалобы был послан ангел с ключом, чтобы освободить тебя от моего трона. Помните, что вы очень особенный. Битва вашей жизни в Царстве Небесном. Враг хочет, чтобы ты победил, но моя армия будет сражаться с силами зла в твоем будущем. Если вы верите в Бога, позвоните по номеру 1111. Немедленные проблемы не случаются случайно. Тогда вам нужно быть осторожнее и умнее. Держите свое слово, храните свои секреты в безопасности и будьте осторожны с теми, кому доверяете. Враг пытается найти вашу слабость, пытается уничтожить вас ложью и обманом, пытается разрушить вашу веру. Ваше будущее прекрасно и полно сюрпризов. Даже если у вас есть проблемы сейчас, эти проблемы временные и не будут длиться вечно. Грусть, которую вы чувствуете, скоро исчезнет. Те, кто обидел тебя, снова попросят прощения, и ты простишь их, но твоя вера должна быть только во мне. Даже если другие обещают вам все, не верьте им. Нет никого, кто мог бы благословить тебя или спасти от зла, кроме меня. Я не пойду туда. Я не буду лгать. Но если вы начнете сомневаться во мне и верить ложным обещаниям других, ваши благословения исчезнут, как пыль в воздухе, а некоторые уже никогда не вернутся. Пожалуйста, скажи мне, что ты любишь меня. Я хочу услышать твой сладкий голос и нежные слова о твоей вере. Я так тебя люблю и оставляю тебя в покое. Я обещаю быть рядом с тобой, помогать тебе в пути и защищать тебя от проблем, конфликтов и неприятных ситуаций. Прими мою любовь, не волнуйся и увидишь, что я могу изменить твою жизнь своей силой. Если вы верите Божьему обещанию сегодня, добавьте стих 2222. Я хочу сказать тебе кое-что важное. Слушайте внимательно и внимательно. Эта статья создана, чтобы помочь вам. Я очень забочусь о тебе и хочу, чтобы твоя жизнь была полна любви, утешала тебя в трудные минуты, направляла тебя, благословляла и любила тебя, несмотря ни на что. Поэтому очень важно говорить о позитивных мыслях внутри. Не нужно прятаться или хотеть побыть одному. Моя душа с тобой, утешает тебя, где бы ты ни был. Неудивительно, что вы слышите это прямо сейчас. Я вижу, что тебе тяжело живется. Люди, которые не хотят тебе добра, могут тебе навредить. Даже если ты заболел, я здесь. Если ты позволишь мне, я поддержу тебя через эту боль, защищу тебя и позабочусь о тебе. Пожалуйста, внимательно слушайте то, что я говорю, верьте и доверяйте мне. Я не хочу тебя терять. В это трудно поверить, но поверьте мне, когда вы подарите 25 суперподарков во имя Иисуса, вы начнете делать потрясающую работу, которая принесет пользу вам и вашей семье. Поверьте мне, примите этот дар во имя Иисуса и увидите грядущие положительные изменения. Твоя проблема не в том, что я злюсь на тебя или наказываю тебя. Я люблю тебя навсегда. Будьте ясны, я здесь, чтобы помочь вам пройти через это, облегчить вашу боль и не сдаваться.
Сейчас настало время проснуться и двигаться вперед к чудесным вещам, которые вас ждут. Даже если вы слабы, больны или больны, я обещаю вам, что если вы начнете верить, и если вы снова будете ходить в вере, начнется исцеление. Помни, что я всегда с тобой. Я буду твоим щитом и силой, надежной поддержкой в трудную минуту. Поверь мне, я никогда не оставлю тебя. Я всегда рядом, для всего и везде. Я с пророками, и я буду с вами. Когда было тихо, я услышал тебя. Если ты проявишь терпение, я дам его тебе. Негативным мыслям и чувствам нет места в вашем сердце. Сегодня благословенный день для тебя. Я прощаю, исцеляю, исцеляю и освобождаю тех, кто приходит ко мне, тех, кто отказался от своих злых путей, и тех, кто ищет меня. Не вините себя. Не тревожьте свой ум размышлениями о проблемах, ибо даже те проблемы, которые вы видите, будут уничтожены моими заповедями и законами. У меня много дел запланировано на твою жизнь, и если ты поверишь в меня, все сбудется. Я с тобой, любимый. Я не оставлю тебя одного в твоих испытаниях. Я исцелю твою боль и исцелю твою разбитость. Пообещай мне, что ты уйдешь от тех, кто причинил тебе вред, и что ты не позволишь их отрицательному влиянию повлиять на тебя. Бог добр ко мне. Теперь я прошу вас прислушаться к тому, что я хочу сказать, и приободрить вашу веру в мои слова сегодня. Я молюсь за вашу веру и послушание. Я хочу, чтобы вы открыли свое сердце тому, чему я вас научил, и последовали моим путем. Спрашивай меня первым каждый день. Приди ко мне в молитве и получи дар нового дня. Я даю тебе ключ, чтобы открыть дверь, которая была закрыта долгое время. В каждом дне могут быть проблемы и трудные дни, но помни, что я всегда с тобой. Теперь закройте глаза, слушайте и скажите вслух: «Иисус, я верю в Тебя». Подпишитесь на канал Христос Иисус. Когда я слышу эти слова, я чувствую, что ты рядом со мной. Я бы хотел, чтобы моя удача улыбнулась тебе. Я дам тебе мир, который никто другой не сможет дать тебе. Он снова сказал мне: «Иегова, мой пастырь, у меня нет ничего». Я призываю вас думать об этой песне каждый день и находить в себе силы и победу. Он провел со мной несколько минут перед сном. Подумайте о своем дне, прочитайте библейский стих и откройте Библию, когда отдыхаете. Я немного молюсь за твой рабочий день. Я защищаю тебя независимо от того, бодрствуешь ты или спишь. Утром не забывай, что ты чудо. Сегодня я поддерживаю тебя, как цветочное дерево. Уверяю вас, что все, что я говорю, правда. Я удалю ошибку с вашего пути. Я также устраню любые препятствия. Пожалуйста, выслушайте меня и последуйте моему совету. Поверьте, им очень грустно. Они знают, что ошибаются, и я буду работать так, как они хотят в своей жизни. Тихие слезы, которые они проливают из-за своих ошибок, помогают маленьким семенам прорастать. Когда это семя возникает, оно создает сцепление с твердой поверхностью. Они увидят свои грехи и в слезах вернутся к тебе, прося прощения.
Вы будете плакать, но ваши слезы превратятся в радость, когда вы увидите результаты своего труда и усилий. Затем вы видите живую курицу. Вас ждет много интересных возможностей. Вы увидите, как ваши близкие преодолевают препятствия и побеждают, несмотря ни на что. Я никогда не оставлю тебя. Я всегда с тобой, и у меня есть веская причина остаться, даже если прошлого уже нет. Если я с тобой, потому что я люблю тебя. Ты любишь меня, остаться со мной и слушай меня до конца дня. Если ты любишь меня, подумай обо всем, через что тебе пришлось пройти. Да, тебе плохо. Да, ты плачешь и все еще чувствуешь боль старых ран. Но вот вы это читаете. Даже если ты появляешься время от времени, ты все равно здесь благодаря моей верности и моему обещанию. Я всегда здесь, чтобы помочь и поддержать вас. Я бужу тебя, когда ты устал. Я с тобой, пока ты идешь сквозь тьму теней и слез. Я черпал воду из суши, когда думал, что умру от жажды в пустыне. Я много раз спасал тебя от смерти. Не позволяйте запутанным ситуациям расстраивать вас и всегда будьте благодарны. Он написал: «Спасибо, Отец, за то, что подарил мне эту хорошую жизнь». Ему казалось, что он сильно изменился. Ваши проблемы сделали вас мудрее и помогли вам вырасти. Если этот год не дал вам того, чего вы хотите или просите меня, то это потому, что я всегда даю все самое лучшее для вашего роста. Я не позволю ничему причинить тебе боль в будущем. Я не принимаю тех, кто хочет причинить вам вред. Я думаю, что он милый мальчик и не будет наказан. Я уверен, ты понимаешь. Ваш успех всегда является моей целью. Но мои мысли не такие, как твои, и твои пути не такие, как мои. План для вас выше, чем вы ожидали. Я хочу, чтобы вы поняли и сделали это сегодня. Говорите своими словами, пишите и думайте с радостью и уверенностью. Прими то, что я прошу у тебя, и не желай пыток, которые уничтожат меня. Используйте его, и появятся новые возможности для благословений. Новое начало, которого вы не хотите и не нуждаетесь. Ваше желание не сон и не иллюзия. Забытые мечты оживают и становятся реальными планами. Я подержу его в руке, и это будет настоящая радость. Я хочу показать тебе себя со всей своей любовью, удивить тебя. Я научу тебя доверять мне. Я люблю тебя и большое тебе спасибо. Я с нетерпением жду того момента, когда ты внимательно выслушаешь, так что приходи ко мне и дайте своему сердцу слезы. Однако я здесь, чтобы сказать вам, что думать неправильно, потому что я хочу благословить вас, изменить вашу жизнь к лучшему и помочь вам решить все ваши проблемы. Независимо от того, насколько темен ваш путь, независимо от того, насколько велика буря, независимо от того, насколько тяжело ваше бремя, моя любовь все еще рядом с вами, и я буду здесь, чтобы привести вас в место мира и надежды. Так что не бойся, потому что я сделаю тебя спокойным в бурю, твоим светом во тьме и твоей силой в немощных. Поверьте мне, и я обещаю, что для вас нет ничего слишком тяжелого или слишком тяжелого. В жизни есть взлеты и падения, но каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, делает вас сильнее.
каждая пролитая вами слеза преподает вам урок и помогает вам расти. И каждая улыбка напоминает нам о чем-то счастливом. Так что поверьте мне, жизнь драгоценна. Существует вера в то, что все наладится, потому что лучшее еще впереди. Не бойтесь высказываться и не стесняйтесь обращаться ко мне за помощью, если она вам понадобится. Я вложу в вашу жизнь людей, которые будут заботиться о вас и помогать вам везде, где вам нужно. Доверьтесь мне и моей силе превратить любую негативную ситуацию в возможность для роста и силы. Помните, что после темной ночи всегда наступает яркое и прекрасное утро, а после страшной бури снова светит солнце. Даже когда кажется, что все потеряно, всегда есть надежда. Будьте сильными и усердно работайте, потому что следующим испытанием станет награда. Помните, что ваше будущее зависит не от мира и его проблем, а от вашей веры и вашего желания двигаться вперед. У вас есть возможность написать свою собственную историю, преодолеть препятствия и осуществить свои самые большие мечты. Не позволяйте страху и сомнениям сдерживать вас. Доверьтесь мне и моей способности решить все проблемы. Помните, что каждый шаг вперед приближает вас к вашим целям и делает вас тем человеком, которым вы хотите быть. Не волнуйтесь, если у вас возникнут проблемы. Столкнитесь с этими проблемами с уверенностью и используйте их как трамплин для будущего и процветания. У вас уникальное и особенное место в этом мире. Не пожимайте руки, живите в своем сердце. Идите с уверенностью, что вы не одиноки. Я с тобой. Доверьтесь моим обещаниям, и вы увидите, как барьеры исчезнут, и перед вами откроется путь. Помните, что проблемы этого мира не определяют ваше будущее. Твоя судьба в моих руках полна особых благословений. Так что смело идите вперед, ведь в жизни вас ждут важные дела. Продолжайте верить, и я обещаю вам, что ваш путь будет наполнен светом, любовью и успехом. Не волнуйся, поверьте его словам, и вы увидите чудеса в своей жизни. Дитя мое, ты прекрасно знаешь, что все мои обещания сильны и правдивы, и то, что я говорю, правда. Так что просто верьте или не верьте в его силу. Доверьтесь им, и ваша боль утихнет, ваша боль исчезнет, и никто вас не победит. Я буду с тобой, готов помочь тебе во всем, что тебе нужно от меня. Вам не придется решать свои проблемы в одиночку, я буду направлять вас, и моя сильная рука поддержит вас в каждой проблеме. Я буду твоей крепкой скалой и буду твоим крепким домом во тьме и буре. Не волнуйтесь, когда вы волнуетесь и боитесь, постарайтесь сохранить свою веру. Сохраняйте мою веру и надежду, что я вложил в вас. И не позволяйте жизненным проблемам отвлекать вас от истинности моих слов. Помните, что я верный Бог, и моя вера и любовь поддерживают все мои обещания. Друзья, хотя снять красивый фильм об Иисусе очень сложно, для нас это очень важно. Нам нужна ваша помощь в распространении Слова Божьего. Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования $25, чтобы мы могли показать всем Божью любовь. Ваша поддержка очень важна для всех нас. Огромное вам спасибо, дай Бог вам любви и радости. Аминь.
Дитя мое, я прошу тебя полностью довериться мне и поверить в силу моих слов. Я твой отец, и я обещаю, что никогда не оставлю тебя. Ты знаешь, что моя любовь к тебе бесконечна. Даже если шторм и волны кажутся большими, найдите меня, и я помогу вам безопасно и быстро преодолеть шторм. Так что, дорогая, не плачь. Как бы ни была тяжела жизнь, продолжайте идти. Какие бы у тебя ни были проблемы, знай, что я с тобой. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, руководство и воодушевление. Даже если ты далека от прошлого, растеряна и без надежды, не волнуйся, дитя мое, я всегда рядом и готова простить тебя и принять с любовью и радостью. Помни, что моя любовь к тебе больше, чем ты можешь себе представить. Однако я с тобой, я люблю тебя, я готов простить, отдать жизнь. Будь сильным, ведь ты знаешь, что я с тобой. Я твой щит и защита в трудную минуту. Я буду твоей надеждой и спасителем в трудную минуту. Ничто не может причинить вам вред под моей защитой, потому что мои ангелы наблюдают за вами и следят за тем, чтобы вы были спокойны и расслаблены. Так что полностью доверьтесь мне, и вы увидите чудесные благословения, которые я вам дам. Я люблю тебя, мой сын, и я всегда с тобой. Позвольте мне благословить вас, дать вам мир. Моя бесконечная любовь слышит то, что вы говорите, и дает вам уверенность в том, что ваша вера будет восстановлена. Услышав и поняв мои слова, вы увидите, что радость изменилась. Я благословляю вас за ваши сомнения и беспокойство. Ты не почувствуешь, что недостоин любви, не будешь больше стыдиться, когда будешь молиться Богу, не бойся, ты будешь думать, что ты потерпел неудачу, и я буду ждать своего возвращения. Это неправда. Мне будет не хватать ваших вопросов и ответов. Пожалуйста, прекратите это несчастье. Не думай, что я причинил тебе боль в прошлом. Я знаю, что ты будешь жить с последствиями своего выбора. То, что было хорошо, стало источником стресса и страданий. Есть много вещей, которые причиняют горе и боль, но прощение приносит в вашу душу жизнь, чистоту, исцеление и радость. Я здесь, чтобы спасти тебя, дать тебе вечную жизнь, и моя дверь будет открыта навсегда. Приходите ко мне, когда вы устали и утомлены, и я помогу вам в это трудное время, утешу вашу душу, перенесу бремя и дам вам силы противостоять последствиям ваших ошибок. Вам не нужно убегать от своих проблем или притворяться счастливым, когда ваши проблемы окружают вас. Планов других людей может оказаться недостаточно для решения вашей проблемы, вы не сможете победить в одиночку. Помните, что я здесь, чтобы помочь вам в любой ситуации. Не бойтесь и не бойтесь говорить то, что вы хотите. Я здесь готов слушать. Возьми эти слова и отдай мне свою жизнь. Я дарю тебе настоящую любовь, счастье и вечное благополучие, что не грех, но очень много. Если вы хотите большего, просто спросите его, и он даст вам то, что вам подходит. Я больше не хочу видеть тебя грустным. Пришло время отказаться от надежды и принять мою надежду на тебя. В отличие от тех, кто много обещает, но не выполняет, я всегда рядом с тобой в твоем вечном плане. Я проведу тебя по жизненному пути, защищу от проблем, конфликтов и опасностей.
Обними меня, когда я устал, обними меня, когда мне плохо. Моя цель – поднять вам настроение, заставить задуматься и почувствовать благодарность. Научи меня хорошо, я ценю ваши добрые и честные слова. Сегодня я шлю свои благословения и освобождаю вас от всех ограничений, чтобы обеспечить финансовую безопасность и успех во всех сферах вашей жизни. Дорогие дети, слушайте внимательно мои слова надежды и силы в это важное время. Я хочу оставить вам это сообщение. Я твой защитник, твоя сила, защищу тебя всегда. Поскольку я так сильно тебя люблю, я решил поделиться своими мыслями о твоем будущем. Прежде чем ты заговоришь, я знаю, чего ты хочешь и что ты чувствуешь. Уверяю вас сегодня, что я удовлетворю ваши потребности, исполню ваши потребности и улучшу ваше финансовое положение. Не бойся или не бойся того, что я сделаю в твоей жизни. Я восстановлю твой дух и восстановлю твой мир. Ваш основной долг будет записан. Все трудности, которые встречаются на вашем пути, будут преодолены, потому что я дам вам силы и поддержку для роста. Я гарантирую, что все ваши усилия увенчаются успехом. Если вы верите в Бога, скажите «Аминь» и поделитесь этим замечательным видео с 10 верующими, чтобы получить благословения и чудеса. Верь в меня, любовь моя, верь в мой свет, в мою любовь, в мою веру. Я никогда не прощу тебя. Помните, что моя милость и любовь с вами, и я хочу продолжать благословлять вас. Моя любовь к тебе бесконечна, и моя вера никогда не подведет. Каким бы темным ни был твой путь, мой свет будет вести тебя вечно. Я призываю вас продолжать, быть верными моим словам и терпеливо молиться. Только тогда ты увидишь, как моя мудрость действует в твоей жизни, и твой путь будет успешным. И я говорю вам еще раз, встаньте, поднимите свое сердце и произнесите слова мои. Покажите свою свободу, никаких проклятий, никаких границ, никаких цепей, которые бы вас сдерживали. Освящай свой путь, ведь я с тобой, я защищаю тебя и люблю тебя. Я не брошу тебя. Я всегда буду рядом, чтобы направлять и благословлять вас во всем в вашей жизни. В этот благоприятный день, дети мои, получите благословение и благословение с небес. Сегодня я нарисовал тебя и одел в красивые духовные одежды. Сегодня я повторяю вам свои слова, чтобы мой свет мог сиять в вашей жизни и распространять любовь и прощение к тем, кто ищет ответы во тьме. Дитя мое, поверь мне, что я буду вести тебя с любовью и мудростью и сделаю тебя счастливым, богатым и благословенным. Я люблю тебя, ты понимаешь свои планы, у вас есть мое благословение, и это то, чего я хочу. Не волнуйся, поверь мне. Не волнуйтесь, если что-то не получается, и не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Продолжайте, сейчас не время унывать, но не расстраивайтесь. Сейчас настало время сдержать свое слово и сдержать свое слово. Помните, что я поставил для вас особую цель в вашей жизни. Я благословил тебя особыми вещами, я дал тебе навыки, дары и таланты, чтобы достичь всего, чего ты желаешь. Братья, у вас есть цель в этой жизни. Ты прекрасен и особенный для меня. Я дал вам навыки, способности и дары, чтобы сделать мир лучше.
Не позволяй этому беспокоить тебя. Смело встречайте все с верой, потому что именно так вы преодолеете трудности и добьетесь успеха. Запомните эти слова и верьте им всем. Не сомневайтесь в моей любви и словах, которыми я делюсь с вами сегодня. Продолжайте двигаться вперед с верой и мужеством, зная, что моя любовь к вам бесконечна и принесет хорошее в вашу жизнь. Спасибо за хорошую работу. Смотри вперед с надеждой. Знайте, что я здесь, чтобы благословить вас и помочь вам добиться успеха на каждом этапе пути. Поверьте, что мои обещания сбудутся, и я всегда буду с вами и помогу вам достичь ваших целей и мечтаний. Помните, что проблемы и препятствия не делают вас сильнее. Они также готовят вас к будущим испытаниям, которые приблизят вас к вашему истинному призванию. Поэтому помогите им быть смелыми и решительными. Не бойтесь проблем, ведь они – шаги к достижению вашей цели. Я согласен следовать за вами сегодня. Будьте сильными и сияйте в этом темном мире. Покажите мою любовь в действии и призовите других принять мою любовь. Точно так же я сижу рядом с вами, дарю вам свою вечную любовь и веду вас к жизни, полной благословений и процветания. Пусть моя любовь окружает тебя сегодня. Пусть мой свет направляет тебя, и пусть мой мир будет с тобой на каждом этапе пути. Помните, что вы любимы, вы ценны и заслуживаете всего хорошего, что может предложить жизнь. Верьте в меня, в способности и силу, которые я дал вам. Я всегда здесь, готовый благословить вас и направить вас к радости и счастью, которых вы заслуживаете. Даже если ты допустил ошибки в прошлом, знай, что никто не сможет разлучить тебя с моей любовью, и я всегда буду защищать тебя. С тех пор, как я создал тебя, я был с тобой на каждом этапе пути, в радости и печали. Я знаю твои слабости и неудачи, но моя любовь к тебе непостижима. Моя любовь к тебе не знает границ, и никакое преступление не разрушит наши отношения. Я знаю, что иногда ты допускаешь ошибки, и если я тебя остановлю, ты это сделаешь. Я вижу, как вы спотыкаетесь или принимаете плохие решения, и чувствуете тяжесть своих плохих решений. Ты знаешь, что этот момент причиняет мне боль, но я все еще не могу разделить свою любовь к тебе. Если я скажу, мир прислушается, и зло не продлится долго. Ничто не может причинить тебе боль, потому что я всегда с тобой. Я защищу тебя, и моя доброта будет окружать тебя. Печаль и боль исчезнут, и вы больше никогда не будете разочарованы. Примите мир и радость, которые я вам приношу. Скажи мне, что ты думаешь. Скажите, что верите мне и благодарите за то, что будет дальше. Готовьтесь, все ваши мечты сбудутся. Вы можете подумать, что все эти подарки не нужны, потому что ваше сердце будет полно радости. Я снова поговорю с твоим сердцем, буду добрым и буду любить тебя, чтобы ты передумал. Я знаю, что тебе одному тяжело, поэтому я помогу тебе, если ты не сможешь помочь себе сам. Просто нужно сохранять веру. Ваша Библия здесь, читайте это каждый день. Окружите себя людьми, которые поддерживают вас, говорят от всего сердца и помогают вам расти. Я очень близок к тебе в тишине постели утром или когда ты уходишь.
Расскажите нам, что вы думаете, и почему вы путешествуете туда, где находитесь. Всегда будьте благодарны. Подумайте о хороших вещах и хороших людях в вашей жизни. Запомни мои слова, поместите его там, где вы сможете его увидеть и запомнить. Подумайте об этих словах, познайте мою любовь, мою силу и научитесь верить в мою любовь и добрые планы для вас и вашей семьи. Выздоравливайте и будьте счастливы с близкими. Ваши убеждения и желания важны. Самое главное – усердно молиться. Я призываю вас не отвлекаться ни на что, что заставит вас усомниться в моих словах или забыть о своей ценности. Избегайте людей, которые не уважают вашу веру. Они могут быть хорошими друзьями, но в глубине души они не заботятся о ваших интересах. Слушай внимательно, он был прав. Я говорю вам это для того, чтобы вы не обманывали других. Ты так драгоценен, и я всегда буду скучать по тебе. Моя любовь к тебе растет с каждым днем. Вас ждет много благословений. Вскоре текущая проблема будет решена, и все проблемы исчезнут. Потерпи, ваша семья будет рада. Я заберу все, что потеряно, и дам тебе знать, что мое благословение с тобой. Я хочу, чтобы все увидели, что на нашу веру отвечает наш Небесный Отец, который любит нас. Если у вас есть проблемы, я здесь, чтобы помочь. Я защищу тебя, когда ты будешь в опасности. Если ты чего-то хочешь, я тебе это дам. Я забочусь о вас, вашей семье и будущих поколениях. Не бойтесь, ведь я всегда с вами и исцелю все ваши недуги, как физические, так и душевные. Доверься мне полностью. Верный, послушный и стойкий. Слушай мои молитвы и не беспокойся о завтрашнем дне. Тебе просто нужно пойти, принять это и оставить все в моих руках. Я твой Отец и твой Бог, и твоя жизнь не будет печальной. Если ты не веришь и не волнуешься, это разобьет мне сердце и расстроит тебя. Я знаю, что временами вы устали и чувствуете себя неуверенно, но я всегда здесь, чтобы сказать вам, что я не единственный судья. Я также друг. Прежде чем подумать о тебе, я устраиваю тебе вечеринку и праздную тебя перед твоей семьей и друзьями. Я отвезу вас в место, которое вы никогда не видели, и многие узнают из вашей истории. Будут новые чудеса и странные события. С вашими близкими происходят странные вещи. Будьте готовы к этой новой главе. Примите это благословение с благодатью. Берегите свое сердце и помните тех, кто благословлен. Обещаем мне сегодня. Просите вашего присутствия. Подготовьте свое сердце и приготовьтесь к счастью. Я люблю тебя. Скажи мне, что ты думаешь. Подойди, возьми меня за руку, впитай то, что у него есть, и наполни свое сердце моими словами. Дай мне то, что я прошу у тебя сегодня, твое смирение, твои глаза, ищущие мой путь, и твой путь для моего пути. Позвольте мне сказать вам, насколько близко ваше благословение. Когда достигается свобода, ваш дух поднимается. Ты поймешь, что то, что я плачу, не важно, потому что у меня хороший сын. Вы добьетесь успеха во всем, что делаете. Я дал ему обещание и сдержу его.
Почему я должен беспокоиться, когда я здесь, чтобы защищать, утешать и защищать тебя? Не бойтесь, не унывайте и не сдавайтесь. Моя любовь к тебе очень добрая и красивая, и если ты увидишь ее, ты будешь радоваться и плакать слезами. Вы сможете избавиться от стресса и беспокойства. Найдите мир в своем сердце, и я дам вам мир. Помните, не действуйте, когда вы напуганы, не принимайте решений, когда злитесь, не говорите, когда злитесь, не действуйте, когда другие вас злят или говорят плохие вещи. Есть люди, которых ты отпускаешь и делаешь вещи, о которых потом будешь сожалеть. Эти ошибки могут ослабить вас, разрушить вашу силу воли и волю к жизни. Слушайте внимательно, что я вам говорю. Что ж, похоже, это сообщение специально для тебя. Запомните эти слова и слушайте их чаще. Я говорю напрямую с вашей душой, потому что хочу для вас самого лучшего. Пришло время довериться мне всем своим сердцем и каждый день обращаться ко мне за советом. Вы можете четко видеть свои инструкции, даже в мельчайших деталях. Будьте сильными и не бойтесь угроз и издевательств, потому что, если вы проявите страх, они увидят. Некоторые люди могут сделать вас слабыми, но они не смогут сделать это за вас. Они встречаются со мной, и мой свет раскрывает их страдания. Сохраняйте веру, будьте сильными, победа в ваших руках. Теперь вы можете быть спокойны, зная, что с вами и вашей семьей ничего плохого не произойдет. Живите в мире, избегайте тех, кто причиняет вам вред. Не люби меня, тебе не будет больно. Начни со счастья сегодня, оставь свои заботы в моих руках. Мой ангел с тобой повсюду, и я никогда не перестаю говорить тебе и говорить, как сильно я тебя люблю. Никто не идеален в этом мире, поэтому не теряйте уверенности и гордости из-за того, что кто-то вас закрывает. Здесь ты любимый, и есть только один истинный путь, открытая дверь, где ты сможешь обрести вечную жизнь, вечную радость и счастье. Во мне вы найдете любовь, принятие, настоящую любовь и чистоту. И если вы чувствуете, что потерпели неудачу или испытали слабость, ведущую к ошибкам и грехам, вы можете с уверенностью приходить сюда день и ночь. Добро пожаловать сюда. С какой бы проблемой вы ни столкнулись, скажите это вслух и верьте всем сердцем, что вы получите этот подарок. Сегодня для тебя особенный день, полный неожиданной радости и множества благословений. Когда начинаешь с нуля, помни, что моя радость придает тебе сил. Вас ждет много хорошего. Спасибо и всегда доверяйте мне. Не позволяйте препятствиям или страху сдерживать вас. Помните, что я забочусь о вас и что мои благословения с вами. Ты всегда веришь в меня и веришь, что я могу помочь тебе во всем. Пока вы верите, все будет согласно вашим ожиданиям. У вас было много проблем за эти годы, хотя это было трудно, вы все равно помогли ему и добились успеха. Вы сделали много хорошего, проявили любовь, веру и доверие. Сын мой, я обещаю тебе, что ты увидишь хорошие результаты от своих действий. Все происходит в моменты, когда ты наслаждаешься каждой секундой, каждой деталью и каждым благословением. Я верю тебе. Я знаю, что у тебя на сердце.
Я понимаю, чего ты хочешь, и мне нравится твоя мечта. Я видел вашу борьбу и был с вами каждый день и боролся. Я всегда с тобой, и когда ты спишь, я дам тебе необходимый отдых и укреплю твою веру. Теперь, когда восходит солнце, я напоминаю тебе, что твоя жизнь в моих руках, и сегодня может быть хороший день. Вы сильны, и ваше сердце находится в заботе Бога. Не забывай, как ты важен для меня. Есть что сказать. Где бы ты ни был, я защищу тебя. Если ты далеко от моей любви, я медленно верну тебя обратно, чтобы защитить тебя. Прочитав и выслушав эти слова, закройте глаза и поговорите со мной. Поделитесь своими мыслями и чувствами сегодня. Дай мне время показать мою великую любовь. Как выглядит мир? Можем поговорить минутку. У тебя есть время поговорить о чем-то важном. Я хочу провести с тобой время, завоевать доверие, обсуждая важные вещи в твоей жизни. Ценный подарок, спасенный от уничтожения. Даже если враг попытается победить вас, ему это не удастся. Никто не сможет отнять тебя у меня, как бы сильно он ни старался. Я благословляю тебя и даю тебе силы. Я вижу твой стресс, и поскольку я люблю тебя, я сделаю все возможное, чтобы сохранить твое здоровье. Задумайтесь над этой глубокой мыслью, происходит нечто особенное. Пришло время показать тебе мою силу. Приготовьтесь увидеть что-то удивительное. Мир вокруг тебя изменится, и больше людей узнает, что я тебе нужен. Я намерен сделать для вас что-то особенное в доказательство бесконечной силы Бога. Люди придут к вам и увидят мою силу в своей работе. Я хочу, чтобы ты исцелял больных и кормил бедных. Я хочу, чтобы вся твоя семья и друзья оценили перемены в тебе. Все увидят вашу трансформацию и узнают, что я реален и могу им помочь. Ты будешь моим оружием. Я сделаю тебя драгоценным и чистым, как глина. Поверьте мне, вы можете измениться. Я могу изменить тебя. Позвольте мне работать на вас. Не скрывай от меня ничего. Скажите мне прямо, стоит ли мне это проверить. Ваши враги, даже те, которые кажутся друзьями, могут говорить вещи, из-за которых вы боитесь встать и сражаться. Но я пожертвовал собой ради тебя. Вы хотите испытать огромную радость и уверенность, которая не имеет себе равных. Я понимаю твои чувства. Вы можете подумать, что не нужно продолжать, легко сдаться и дождаться конца. Но я люблю тебя, у меня хорошие намерения в отношении тебя и твоей семьи. Вы это отрицаете. Не нужно благословения. Не возвращайтесь на сломанное место. Это не то, чего я хочу для тебя. Я хочу наполнить твое сердце своими историями любви, чтобы ты всегда чувствовала себя в безопасности и никогда не сомневалась в том, что заслуживаешь той красоты, которую я приготовил для тебя. Верьте в послание, которое я вам посылаю, потому что я говорю вам правду. Ты хочешь мне поверить? Отпусти свои тревоги и переживания. Не держите эти мысли в своем уме. Верни меня, чтобы снова поверить в меня. У меня на тебя большие планы, но я хочу, чтобы ты доверял мне и был верен. Ваше будущее обеспечено мной,
и если вы находитесь под моей защитой с сомнением, вы получите все хорошее, что я вам обещаю. Отдай мне свои страхи и переживания. Я хочу, чтобы ты прожил счастливую жизнь и чувствовал себя хорошо. Доверяйте и верьте в свои достижения со смирением и мудростью. Помните, что ваш успех, уверенность, страсть, большие мечты и сила приходят из борьбы и самопожертвования. Душевная боль и страдания ждут вас и вашего прощения. Теперь наслаждайтесь невероятной славой, которую приносит преодоление сложных препятствий. Я обещаю быть рядом с тобой, присматривать за тобой, быть твоим проводником, твоей поддержкой и твоим безопасным местом. Вы не одиноки. Я не оставил тебя. Если вы чувствуете себя обделенным или боитесь неудачи, не позволяйте этим негативным мыслям украсть вашу радость. Я прав. Я держу свои обещания и выполняю их. Вы пройдете все испытания. Обдумайте мои слова. У меня есть особое место в твоем сердце. Помните, я здесь, чтобы помочь вам. Не верьте в себя и не думайте, что меня не существует, ведь я создал все. Любовь моя, я с тобой, будь терпеливой и преодолевай трудности. Я здесь, чтобы ответить на ваши потребности. Слушайте меня, следуйте моим советам и работайте над достижением своих целей. Просыпайся, ты свободен, я держу тебя за руку. Я друг, который всегда поддержит тебя, не врет, всегда будет терпелив, примет тебя таким, какой ты есть, разделит твое счастье, почувствует твою боль, празднует твой успех, поддержит твои мечты, всегда поддержит тебя. Собираетесь ли вы и кто рядом, когда они вам нужны больше всего? Я Иисус, ваш лидер. Я всегда здесь для вас. Будьте терпеливы и позвольте мне подготовить что-то, что благословит вас сверх ваших ожиданий. Вам не придется долго ждать моего ответа. А пока не теряйте надежды. Подумайте о том, как выросла и укрепилась ваша вера. Теперь он стал сильнее и стабильнее. Вас нелегко сбить с толку проблемы, и вы не уклоняетесь от страха, когда возникают конфликты. Вы следуете моему совету, и это хорошо. Если вы чувствуете себя потерянным в это трудное время, не сдавайтесь и не идите по опасной дороге. Ты верно подарил мне любовь и сделал меня очень счастливым. Помните, что я должен принять ваш запрос и быстро предложить решение. Не беспокойтесь. Некоторые попытаются вас вытащить, но будьте осторожны. Многие маскируют свое недоверие сладкими словами и дружбой. Не проводите время с фальшивыми друзьями, которые могут вас обмануть и ожесточить. Они видят, как сильно я забочусь о тебе и какой ты хороший, несмотря на твои недостатки, и завидуют. Вы должны принять ваши благословения. Прости и молись за тех, кто пытается погубить твою душу, но береги свое сердце. В самой жестокой битве, когда твой враг в замешательстве, поверь мне. Но я окружу тебя миром и спокойствием. Мои советы и рекомендации укажут вам путь, утешат и заставят ваше лицо сиять синим светом. Доброта и доброта будут следовать за вами. Мои слова будут услышаны в твоем сердце, и ты всегда будешь в моем присутствии. Это нетрудно увидеть и поверить. Все, что вам нужно,
– это смирение и гибкость, чтобы принять свои ограничения и понять, что вы не можете сделать это в одиночку. Твоя сила ограничена, но я укреплю тебя. Когда я злюсь, я возьму тебя за руку, чтобы привести к цели. Я дам тебе мир в твоем сердце, когда тревога хватит тебя. Даже если враг окружит вас и попытается напугать, вы не будете одиноки. Я буду любить тебя и защищать от вреда. Я подниму свой меч и дам тебе мир, чтобы защитить тебя от нападений мира. Вы идете уверенно, ваша улыбка успокаивает, и люди видят свет на вашем лице. Всемогущий Бог, мой Небесный Отец любит меня, защищает меня, вся моя вера в Него. Меня это удивило, и я прошу вас быть сильными, оправдать мои ожидания и продемонстрировать честность и порядочность. Я так рад видеть, как семена, которые вы посадили, прорастают и дают потрясающие результаты. Итак, наступают более светлые и лучшие дни. У вас есть нечто большее, чем ваши мечты и желания. Продолжайте идти, пока не достигнете страны благословений и счастья. Я понимаю, иногда даже со стороны близких людей, когда ты чувствуешь ревность и отверженность, меняется твое поведение, меняются твои мысли. Они не ценят ваши хорошие поступки, но сосредоточение внимания на плохих делах делает вас несчастными. Но если вы сегодня прислушаетесь к моим словам, выберите победу. Точно так же, как вы проявили веру и силу в трудные времена, не позволяйте никому мешать вам поступать правильно. Не позволяйте этому влиять на ваше поведение. Просто поверьте мне на слово и следуйте моим словам. Не забывай, что ты мой. Я обниму тебя с любовью, я встречу всех врагов, которые противостоят тебе, и я защищу тебя от тайных опасностей, нападающих на твое спокойствие, и я убегу от твоей веры и критики. Так что отложите эти тревожные мысли в трудные времена. Приди и отдохни со мной, когда ты борешься, слаб, не веруешь и немощен духом. В моем присутствии ты обретешь утешение и надежду. Грандиозность твоих угроз не ослабит защиту моей любви. Знайте, не вы создали эту проблему. Поэтому я могу сказать тебе, что спасу тебя, где бы ты ни был. Я не хочу, чтобы ты больше страдал. Я не оставлю вас наедине с испытанием, которое вы не сможете выполнить. Поэтому я сниму с твоих плеч эту тяжелую ношу, чтобы тебе не было одиноко и грустно. Облегчите свадебную нагрузку. Не нужно паниковать. Вы получите больше времени, ничего не тратя. Проживите день, полный печали и боли. Поговори со мной и дай мне время обрести покой. Я не заставляю тебя есть на ночь. Я отдаю свою душу и свое воскресение, и ты покрываешься вечной силой и мощью в моей вечной любви. У вас впереди много дней, и вы полны решимости победить. Верьте моим словам, и вы каждый день увидите мою силу в своей жизни. Ты был избран, чтобы увидеть чудеса, которые я совершил для твоей особой судьбы, и моя любовь к тебе никогда не изменится. Поверив в мои сильные слова, вы преодолеете одиночество и печаль и достигнете своих победных целей. Не беспокойтесь о том, что произойдет. Я точно знаю, чего ты хочешь. Я позабочусь о вашей еде, счетах и обо всем, что вам нужно.
Я приведу к тебе ручьи и источники здоровья и лекарств навеки. Вы защитите себя от выгорания и добьетесь успеха там, где другие терпят неудачу. В знак моего превосходства я отдаю вам приоритет перед другими. Я просто хочу, чтобы ты верил, много работал и никогда не терял веры в меня. Аминь, любовь моя. Если я был с тобой вчера, я не оставлю тебя сегодня. Я всегда с тобой в беде, радости, печали и счастье. Я не оставил тебя и не забыл тебя. Не сдавайся. Если вы чувствуете, что ваша вера слаба, провозгласите с уверенностью все обещания, которые я дал вам. Привет тем, кто работал до конца. Надейтесь, ухватитесь за мою благодать и не отчаивайтесь, что вы достойны этого дара. Если вы решите верить, примите благословение, которое я вам даю. Когда вы их получаете, они уравновешиваются и становятся великими дарами и богатством в ваших руках. Пусть прошлое останется. Я хочу, чтобы ваши руки были открыты для будущих благословений. Эти благословения перенесут вас от печали к месту роста и успеха. Вы благословлены, потому что ваша душа прибыла, и я приготовил для вас венец духовных благословений, чтобы вы могли наслаждаться ими, любить, делиться ими и расти. Пришло время сдержать свое слово и оставить прошлое в прошлом. Сосредоточьтесь на будущем, на своей конечной цели. Не ищите счастья, цепляясь за страсть или доверяя тем, кто пытается разрушить план, о котором я говорю. Если вы полностью доверяете мне и верите в мои добрые намерения по отношению к вам, я подарю вам особые дары, навыки, идеи и мечты, новые способности, чего вы никогда раньше не видели. Все это правда. Я дам тебе шанс добиться успеха. Наберитесь терпения, постучите в дверь, и она откроется. Никто не сможет закрыть дверь, которую я открыл для тебя. Я не хочу, чтобы он представлял себе жизнь без мечтаний. Эта цель несовместима с моим планом на тебя. Я хочу, чтобы вы полностью продвинулись вперед. Путешествие будет очень трудным. Вы должны сражаться, но не бойтесь, потому что ангелы небесные наблюдают за вами, когда вы сражаетесь. Мои слова будут вашим наследием, ваша вера защитит вас, мой дух будет вашим проводником, ваша любовь к жизни и работе будет вашим двигателем. Не стыдись и не бойся, даже если ты совершишь ошибки и грехи, никто не отнимет тебя у моей любви. Если у вас есть вера, говорите правду. Если ты жив, иди. Не останавливайся и не поворачивай назад, потому что в конце твоего пути я приготовил твои благословения и жду тебя. Даже если ты далеко или безнадежен, моя сильная рука всегда рядом, чтобы помочь тебе. Я понимаю и буду любить, поддерживать и ценить тебя. Пройти голосование. Помните мой совет по поводу здоровья и не позволяйте эмоциям контролировать ваши мысли, действия и поведение. Не позволяй жизненным разочарованиям ослабить твою веру, ведь я всегда с тобой, даже в самые трудные и далекие времена. Удалите все негативные мысли. Моя сила самая сильная во Вселенной. Не все, что вы слышите, правда, это ложь. Когда я говорил, небо и земля услышали и немного задрожали. Даже темные силы не могут противостоять блеску, который я несу.
В этом мире нет ничего, что могло бы сделать вас грустным, злым или одиноким, живете ли вы на земле или в духовном мире. Милость моя с тобой, доброта моя окружает тебя, сила моя защищает тебя день и ночь. Вам больше не будет грустно и грустно. Твои слезы остановятся в трудную минуту. Примите мир и радость, которые я даю вам сейчас. Поверьте, я понимаю вас, и поверьте мне. Встаньте на колени, выразите свою благодарность и приготовьтесь к чудесным вещам, которые произойдут. Даже если вас беспокоят текущие проблемы, не волнуйтесь. Когда ты услышишь мой голос, эти слова достигнут самой глубокой и темной части твоего сердца. Мой свет удалит всю тьму, преследующую твое сердце. Мой дух с тобой и отбросит все твои страхи. Здесь нет страха. Если ты прислушаешься к моим словам, я осветлю твое сердце, исцелю твою болезнь, прощу твою боль, даже ту, которая беспокоит тебя во сне и заставляет тебя снова болеть. Во мне многое изменилось. Вы проснитесь, чтобы измениться, убрать туман, блокирующий ваше духовное видение, открыть глаза, чтобы увидеть за пределами видимого. Я благословляю вас маслом мудрости, которое вызовет в вас смятение и остановит произнесенные вами злые слова. Вам больше никогда не будет скучно. Помните, ваша трансформация начинается сегодня. Вы сразу заметите разницу между вами и другими. Я заставил вас жить влиятельной жизнью, чтобы вам не приходилось впадать в депрессию и беспокоиться о том, что другие считают вас неудачником. Вам не нужно одобрение других, и вам все равно, что они говорят. Я открыл для тебя много возможностей, и ты должен их использовать. Ты знаешь, что делать, вставай и иди вперед, не оглядывайся назад. Вас не остановит конкуренция, вас не будут беспокоить слухи, на вас не обрушится ложь. Ты победил, вы не избиты. Ваша любовь, верность и смелость сильнее. Ваше желание продолжать жить по-прежнему сильно. И я сделаю тебя нежным и нежным, но ты должен быть терпелив в своем решении. Ваша вера сильна. Сегодня вы получите это благословение, это очень верно. Я чувствую, как бьется твое сердце, потому что эти слова всегда трогают твою душу. Вы обновляетесь. Если шторм вернется, не волнуйтесь. Во мне ты найдешь защиту. Ожидайте чуда, и оно скоро произойдет. Вы находитесь в правильном месте и выглядите потрясающе. Я была очень счастлива, когда он хвалил меня в своей комнате, радовалась мне, плакала, когда он разделял мои страдания и нужды. Я ценю вашу веру и доверие. Иногда ты думаешь, что не можешь поделиться своими проблемами ни с кем, со мной и с тобой. Знайте, что перед вами стоит серьезная задача, но помните, что я здесь, чтобы поддержать вас. Ты зовешь меня от всего сердца, и я всегда отвечу тебе. Тебе нужна моя помощь, чтобы освободиться от вещей, которые причиняют тебе боль, смятение и беспокойство. Тебе нужна моя сила мира и спокойствия, чтобы хорошо спать и просыпаться счастливым. Вот мой ответ. Держитесь за веру, которая поддерживает вас, и сдержите обещание, которое я дал вам. Я защитник, покровитель, наставник, благодать, Бог. Я жду тебя.
Я дал вам дух любви, силы, самообладания, мудрости и мужества. Страх не контролирует вас, и вы не можете его преодолеть. Люди видят в вас что-то особенное, чего они хотят, но не могут получить. Я дал им свою любовь и благословение, но они любят уйти. Они прислушались к моему совету, но решили пойти не тем путем. Но когда вы страдаете от невзгод и болезней, вы будете следовать праведным путем и получите много благословений. Вы должны продолжать идти по этому священному пути. Не смотрите в сторону или назад. Я дам тебе силы, смелость и решимость всегда добиваться успеха. У вас есть вера и любовь к Богу, который всемогущ и не похож на других. Допустим, вы так думаете. Скажи мне и скажи, что ты думаешь обо мне. Просыпайтесь сейчас, наслаждайтесь жизнью и воспользуйтесь тем, что вы слышите и читаете сегодня. Достаточно. Я знаю, что ты любишь меня такой, какая я есть, а не то, что я могу предложить. Ты видишь во мне своего Отца, своего Бога, своего Учителя, своего Друга, своего Создателя. Хранить, с чем бы ты ни столкнулся, доверься моим советам и моим обещаниям, и всегда ставь меня на первое место в своей жизни, несмотря ни на что. Я не подведу тебя и не опозорю тебя. Тщательно выбирайте друзей и избегайте людей, которые пытаются руководить вами или украсть ваше доверие. Вы не окажетесь в такой ситуации. Я приду, чтобы спасти тебя вовремя. Это испытание временами проверит вашу веру, но не сдавайтесь, я видел, как вы сдавались. Будьте терпеливы, и вскоре вы снова вернетесь на путь моего благословения. Возможно, на вас лежит тяжкое бремя, но помните, что я сдержу свое обещание помочь вам нести его. Будьте терпеливы и продолжайте, потому что, если вы продолжите верить, вы получите поддержку моего сердца и мое руководство. Решите проблему сейчас. Я даю тебе непоколебимую силу, чтобы завтра проснуться с уверенностью. Но те, кто отвергает добро, отвергает мою истину, игнорирует мои слова и отвергает любовь, которую я даю, любовь, которая ищет, исцеляет и спасает, не имеют веры в истину. Я молюсь, чтобы Бог благословил верующих и искренних искателей. Поверьте мне, стресс или тревога, которые вы сейчас испытываете, не могут сравниться с радостью, которая ждет вас, когда вы получите свое благословение. Я здесь для тебя, когда ты нуждаешься во мне. Я не оставлю тебя в покое. Я заберу твою вину и печаль и заменю ее радостью. Если ты будешь молиться мне каждый день, если ты будешь один в своей комнате, если ты будешь молиться за меня Богу искренне, если ты будешь звать меня от всего сердца, поверь мне, я услышу тебя и поддержу. Ты обретешь силу и счастье, потому что ты дал мне место в своей жизни и выбрал меня своим Богом, королем и правителем. Я знаю, через что ты проходишь, и чувствую то же, что и ты. Если ты отдашь мне свою жизнь, поделишься со мной своим опытом, позволишь мне контролировать твое будущее и твои планы, небеса почтит тебя, и я пошлю бесчисленное количество ангелов на помощь тебе. Ваши проблемы будут преодолены не вашей собственной силой или знаниями, а моим духом и моей силой. Вы можете победить в любой ситуации. Ты преодолеешь все трудности, потому что я поддерживаю людей, которых люблю.
Я благословляю тех, кто хочет верить. Возложите на меня все свои заботы, тревоги и страхи. Смело шагайте вперед, пока я направляю вас, и отпустите ненужные страхи, мысли и чувства. Не проводите свою жизнь в ненависти и гневе. Не попадайтесь в ловушку ненависти, ревности или прощения. Я верну тебе свое сердце. Это трудное время прошло, и скоро для тебя наступит новый сезон Божьего благословения. Я дарю тебе самую высокую любовь, любовь, которая забирает боль и наполняет тебя глубокой радостью. Даже если ты прочитаешь мое сообщение, давай вместе изменим твою жизнь. Вы будете символом благословения для своей семьи и примером для окружающих. Встаньте и преодолейте свои проблемы, победа в ваших руках. Если вы спешите и хотите уйти, запомните эти слова. Но если у вас есть время, возьмите эти слова, которые сделают вас счастливыми. Я слышу твои молитвы. Я счастлив знать, что есть в тебе. Скажи, что я тебе нужен. Если кто-то попытается побеспокоить тебя сегодня, ты сразу же услышишь, как мой Бог любви прикрывает и защищает тебя. Если случилась ситуация, которая вас беспокоит, моя защита защитит вас от всяких неприятностей, и ваша душа отдохнет. Ваши друзья и семья будут удивлены и поражены переменами в вас. Когда у вас есть четкий план, ваши враги в страхе убегут, потому что вы не позволите им угрожать вам или причинять вам вред. Есть неправедные вещи, которые мешают Богу находиться рядом с вами. Вокруг вашего дома находится множество ангелов, которые днем и ночью наблюдают за вашей семьей. Он хотел, чтобы я сегодня находился в особенном месте. Ты любишь, я согласен, ты не идеален. Я вижу твою печаль. Пожалуйста, помогите нам, пожертвовав до $25. Это помогает нам учить Слову Божьему. Восстановите свою веру и идите со мной по пути тишины, мира и спокойствия. Я знаю, что у тебя есть проблемы каждый день. Враг попытается победить вас и раскритиковать ваше мужество, вашу веру, вашу страсть. Но я прошу тебя быть верным, противостоять всем проблемам и трудностям, идти вперед изо всех сил, говорить мои слова, даже если ты слаб. Во имя Иисуса, аминь.